На многих птиц и животных балабан навевает ужас. Это крупный и очень сильный хищник. Но, увы, в жестоком мире людей пернатый храбрец оказался совсем беззащитным. Соколов отлавливали безжалостно. На черном рынке за них дают порой несколько миллионов долларов. За последние 20 лет численность балабанов в мире сократилась втрое. В Кыргызстане в дикой природе и вовсе осталось 15 гнезд балабана. Это означает, что птица уже за гранью исчезновения. Есть спрос, есть предложение. Наш народ начал все вот это вот вылавливать. Причем начали соколов вылавливать тотально. Вот сокол прилетает, его ловят. Если его не успели поймать, он загнездился, у него яйца изымают. Яйца ведут, выводят курицы, да? В общем, начали вот так вот тотально ловить, и рынок сбыта начали все вывозить за границу. Вот пришли к тому, что сейчас вот по Кыргызстану в общей сложности осталось, скажем, 15 гнезд. Что такое 15 гнезд? Это вообще ничего. У животного мира есть такой предел ниже уровня, который они уже сами самостоятельно не могут восстановиться. Вот это вот тот предел, то что вот 15 это уже, это считается вообще критическое состояние. Пришли к тому, что полностью исчезло. Самостоятельно восстановить свою популяцию балабаны уже не смогут. Нужна помощь человека. В Саудовской Аравии образован специальный государственный орган, который занимается спасением соколов. Он реализует программу по возвращению пернатых в дикую природу. Каких-то птиц отбирают у контрабандистов, кого-то приносят сами хозяева. Из Саудовской Аравии пернатые уже возвращаются домой, в Кыргызстан. Но проблема в том, что прожив с человеком даже совсем немного, балабан быстро забывает, как жить в дикой природе. Его приходится заново учить охотиться, ориентироваться на местности и даже гнездиться. Привезли соколов, эти сокола, они когда-то их вывезли отсюда. С Кыргызстана, с Казахстана, там, с Узбекистана, со Средней Азии, в общем, вывезли, да? У них есть такая программа, что народ самостоятельно, добровольно присоздали государство. А государство они привезли нам и поддерживать. Почему вот это вот все затеялось, почему это называется? Это вообще сама работа называется реинтродукция. То есть человек возвращает с помощью человека возвращает природу, потому что они здесь уже самостоятельно не могут восстановиться. И вот нужна вот такая вот программа реинтродукция. Вот привезли вот эту первую партию, пробную партию. Сейчас вот наши ребята, вот Наматвор, да, вот Академия наук, министерство, все совместно работаем в этом направлении. Мы сейчас этих соколов обучили, чтобы они самостоятельно добывали корм. Вот это еще будет продолжаться, потому что после того, как выпустим, у нас еще программа вот таких вот ущельях, где они живут. Мы будем искусственные гнезда делать. Сюда будем вот завозить сусликов, чтобы здесь вот суслики водились. Мышей будем завозить. Все это будем в комплексе восстанавливать. Вот когда вот этот весь комплекс восстановится, они загнездятся, вот это будет самый большой показатель того, что вот эта программа достигла цели. В качестве дома для первой партии возвращенных балабанов выбрано ущелье Кулутум Сыкадинского района Чуйской области. Сюда выпустили 15 птиц. Соколы – символ свободы и природной красоты. В наши дни подвергаются различным угрозам, включая незаконный отлов и браконьерство. В ответ на эти вызовы под патронажем наследного принца Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда проект реализуется в рамках программы «Хадад». Остальные 75 привезенных из Саудовской Аравии птиц сейчас проходят адаптацию. Специально обученные специалисты готовят их к жизни в дикой природе. Те же пернатые, которые уже отправились в свободный полет, без присмотра тоже не останутся. На каждого сокола надели датчик. Это позволит специалистам Министерства природы отслеживать его передвижение и состояние здоровья.